Приветствую, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 26 октября. Это у нас будет среда, и мы с вами смотрим все знаки зодиака по очереди. Начинаем с Овнов и до Рыбок. Так, Овны, 26 октября, среда, события дня. Сразу же конфликт, 2 меча. Шарики, хорошие новости. Подарочек. Прибыль. Деловая встреча. Возможно, встреча будет прибыльной. И подарочек. Может быть, подарок получите. То есть прибыль — это подарок. Ожидание. Мешок нельзя. И удача. Ага, еще солнышко тоже можно было сделать. Но я первую подкову увидела. Значит, подкова удача, а солнышко — это хорошее настроение. Если вы увидели солнце, тогда у вас солнце проиграется. Надежду нельзя. Ну, здесь нет. Значит, смотрите, у вас только минус, получается, конфликт с утра с кем-то. Поэтому постарайтесь его избежать. В среду утром конфликт, затем хорошие новости, встреча, прибыль, подарок, ожидание и удача. Так что все остальные события очень-очень хорошие. Благодарю вас за внимание. И перехожу я дальше к Тельцам. Тельцы. 26 октября. Среда. События дня. Так, смотрите, у вас может быть событие в месяц. То есть это какое-то событие, которое повторяется каждый месяц. Вот может быть такое событие. Подарок. Будете дарить подарок, получать подарок. Траты, показывает мешочек с деньгами. Ну, может быть и поступление, конечно. Исполнение желания. Кровать нельзя. Ну, здесь я не нашла. Корону тоже нельзя. Значит, смотрите, показывает, что будет какое-то событие, будет подарок, финансовые операции, мешок. То есть траты, покупки, переводы, что-то будете делать с деньгами. И может исполниться ваше желание в этот день. Так что, видите, у вас такой
замечательный день. Благодарю за внимание и перехожу я к близнецам. Так, смотрим близнецы. Двадцать 26 октября. События дня для близнецов. Деловое общение. Бабочка. Семейная жизнь. Цыпленок. Общение с семьей, с детками. Слезы. Может быть, будете смеяться до слез. То есть это не всегда. Ага, нет. Это не смеяться. Дальше показывает печаль, сразу же идет после слез. То есть это именно слезы будут разочарований. Время, смотрите, будильник. Возможно, какая-то проблема возникнет со временем. Расческу нельзя. Гости. Книгу нельзя. Ссора. Ссора будет. И ссора вызовет печаль. Печаль и слезы. Вы с кем-то поругаетесь. Хотя по метле это такая, знаете, несерьезная ссора. То есть это не мечи, да, где вот прям там люди серьезно ругаются. Ну, как-то вот это небольшая ссора, а очень сильно вас расстроит. Ножницы, решится какой-то вопрос. Свидание нельзя. И здесь нет. Получается, у вас показывает, будет деловое общение в этот день, деловое, рабочее с кем-то, будет общение с семьей, с детьми, слезы, переживания из-за ссоры, время, проблема со временем, опять же, ссора может быть связана, да, вот как-то со временем. Может быть, кто-то опоздает, не знаю, как-то так. В общем, время, решение вопросов и гости, общение с гостями. Так что, видите, есть хорошие события, но есть и предупреждение, что ссора может вас очень сильно расстроить, поэтому постарайтесь ее избежать. Ну и следите за временем. Так, хорошо. Посмотрели вас. Сейчас будем смотреть раков. Раки. Двадцать 26 октября. События для раков. Подарочек показывает. Будете дарить или получать подарочек. Слезы. Слезы могут быть и радости, не обязательно грусти. Сейчас события подскажут, что это будут за слезы. Исполнение желания.
Злой язык, змея. То есть какой-то человек попадется на вашем пути, да, с длинным языком. Ключ нельзя. Конвертик. Конвертик — это получение. Вы можете что-то получать. Можете в руках держать какой-то конверт, бумагу в этот день. Дорога нельзя. Тайное свидание, может быть, тайная встреча. Хорошее настроение. Нет, это все-таки слезы радости. Это не слезы грусти. Нерешенный вопрос может быть в этот день. Чемодан. Чемодан. Разлука, расставание временное. Так, и книгу нельзя. Значит, смотрите, получается, в этот день у вас, тут целый лабиринт получился, слезы радости будут, однозначно слезы радости, исполнение желания, подарок, временное расставание с кем-то, конверт, получение, что-то можете получить, встреча с человеком-змеей, не очень приятная, да, нерешенный вопрос, какой-то вопрос не решите, не получится. Если бы ножницы выпали, я бы сказала, что будут проблемы, но решите, но нет, скорее всего нет, не в этот день. И тайная еще может быть встреча какая-то в этот день. Вот такая информация для вас. Благодарю за внимание и перехожу к львам. Так, сейчас мы наведем порядки и будем смотреть левушек. 26 октября. Покажите мне, пожалуйста, события для львов. Успех. Лавровый венок — это венок победителя. Да, то есть это успех, победа, выигрыш. Замок. Открывается какая-то тайная информация. То есть то, что было от вас закрыто. Разлука. Временное приглашение. Дорога. Поэтому чемодан впадает. Возможно, вы куда-то поедете в этот день. Казенный дом. Казенный дом, кстати, может быть, это ЖД вокзал, аэропорт, автостанция, может быть, как вариант. Ну, или если мы берем казенный дом, это госучреждение, да, например, там суд, налоговая, то показывает, что там вас ждет успех в этом госучреждении. Корона. Какой-то важный, влиятельный человек
рядом с чемоданом. Может быть, человек, который будет проверять документы. Может быть, вы ему будете там, не знаю, показывать багаж. И колебания. Колебания, сомнения. То есть весы — это всегда какой-то выбор. Так, получается, в этот день, смотрите, посещение госучреждения, успех, открывается какая-то информация, приглашение, чемодан, дорога, общение с представителем власти, закона и выбор. Колебания, сомнения, выбор какой-то. Ну, вот такой день интересненький у вас получается в среду. Благодарю за внимание. И перехожу я дальше к девам. Смотрим, девы. Двадцать 26 октября. Покажите мне, пожалуйста, события для дев. Среда. Нерешенный вопрос у вас может быть в среду. Общение с другом, подружкой. Разочарование, печаль. Может быть, из-за вопроса. Пустые разговоры. То есть показывает, что в этом вопросе, да, то есть просто поговорили, но в итоге ничего не решили. Цветочек нельзя. Череп нельзя. Свидание. Какая-то приятная встреча, если не свидание. Гости. Возможно, свидание или приятная встреча будет в гостях. Здесь нет. Значит, смотрите, получается, по вопросам. Вопросы не решаются, да, то есть цепь замкнутая. Ножниц нет, не получается решить вопрос. Дальше общение с другом, пустые разговоры, болтовня, какое-то разочарование. Ну, я думаю, что это связано с этим вопросом, потому что цепь это обычно долго, давно тянется, хочется решить, но не получается. Возможно, вот вы будете расстроены этим. Но есть также, смотрите, приятные события, да, то есть это какая-то приятная встреча, гости в этот день. Ну и плюс болтовня с друзьями тоже есть, тоже плюсик. Вот такая информация. Девы на среду. Благодарю за внимание. Дальше я перехожу к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылку я всегда для вас оставляю под видео в описании. Или если вы не знаете, где и как искать, тогда можете оставлять запрос на вторую часть. Пишите, мне нужна вторая часть, и я вам в комментарии буду оставлять ссылочку. Жду вас во второй части.